За 3 дня до того, как все оборвалось, в резиденцию Медета Садыркулова поздним вечером приехал посетитель, которого не было в журнале охраны. Существовал негласный список из 7 имен. Люди, имевшие право на такие невидимые визиты. Люди, чье присутствие не фиксировалось ни одной камерой, ни одной записью. О чем они говорили за закрытыми дверями кабинета, обшитого дубовыми панелями, неизвестно до сих пор. Но свидетель, который в ту ночь дежурил в соседнем крыле здания, слышал повышенные голоса. Слышал, как что-то тяжелое упало на пол. Возможно, стул, возможно, что-то еще. Когда посетитель покинул резиденцию через служебный выход, Медет Садыркулов остался один в своем кабинете. Те, кто видел его утром следующего дня, говорят: он выглядел так, будто узнал нечто непоправимое. Нечто, что изменило все. Кому было выгодно его исчезновение? В марте 2009 года, когда по дороге из Бишкека в Чуйскую область джип Медета Садыркулова превратился в металлический саркофаг, один человек получил все, что имел глава администрации президента. Полный контроль над силовыми структурами, абсолютное влияние на финансовые потоки страны, безраздельную власть над тем, что создавал сам Садыркулов годами. Совпадение? Или тщательно спланированная операция, где каждая деталь была просчитана заранее, где каждый шаг вел к единственному финалу? Проследим экономический след. В 2005 году, когда Курманбек Бакиев занял президентское кресло после тюльпановой революции, бюджет администрации президента составлял 18 миллионов сомов. К 2008 году эта цифра выросла до 127 миллионов. Рост почти в 7 раз. Куда шли деньги? Официальные отчеты молчат. Но бывшие сотрудники финансового блока администрации, которые согласились говорить только на условиях анонимности, рисуют картину грандиозной схемы. Схемы, где каждый государственный контракт проходил через единственный стол, где каждое назначение на ключевую должность стоило конкретную сумму, где сама власть превратилась в товар, который можно было купить и продать. Медет Садыркулов знал цену каждого решения. Он был тем человеком, который создал партию «Акжол» — «Светлый путь», символ надежды для миллионов киргизов, уставших от коррупции Акаева. Он был тем, кто выстроил предвыборную кампанию Бакиева, кто написал речи о честности и справедливости, кто обещал народу новую эру. И он же был тем, кто понимал, все, что он создал, превратилось в монстра. Монстра, который пожирал страну изнутри, превращая каждую государственную должность в источник обогащения, каждый закон — в инструмент контроля. К 2008 году Медет Садыркулов контролировал сеть из 17 компаний, формально зарегистрированных на родственников и доверенных лиц. Эти компании получали главные госконтракты: строительство дорог, поставки продовольствия для армии, реконструкция аэропорта Манас. Каждый контракт означал откат в размере от 15 до 30%. Каждый откат оседал в системе, которую выстроил сам Садыркулов. Но что-то изменилось. Зимой 2008-2009 года те, кто работал в администрации, заметили — Медет стал другим. Он приходил позже, уходил раньше, избегал встреч с теми, с кем раньше обсуждал каждую деталь политики. На совещаниях он молчал, когда раньше был главным голосом. Его личный водитель, который возил главу администрации почти 5 лет, рассказывает: маршруты стали непредсказуемыми. Медет постоянно просил менять дорогу, выбирать окольные пути, избегать центральных улиц Бишкека. Это была неосторожность, это была паранойя человека, который знал слишком много. Был ли у него выбор? Когда ты строишь систему власти, основанную на личной лояльности, на круговой поруке, на общих секретах, эта система начинает владеть тобой. Каждый человек, которого ты продвинул на высокую должность, знает что-то, что может тебя уничтожить. Каждый документ, который ты подписал, может стать уликой. Каждая схема обогащения, которую ты одобрил, связывает тебя невидимой цепью с теми, кто может в любой момент потянуть за эту цепь и повесить тебя на ней же. Медет Садыркулов создал такую систему, и теперь эта система решала, нужен ли ей ее создатель. Представьте, вы сидите в кабинете, где принимается решение о судьбах миллионов людей. За окном — Белый дом,
Символ власти в Киргизии. Здание, которое видело 3 революции, сотни интриг, десятки предательств. Вы знаете, что ваш телефон прослушивается. Вы знаете, что ваши помощники докладывают о каждом вашем слове кому-то еще. Вы знаете, что человек, который сидит рядом с вами на совещаниях, который клянется в верности, который называет вас другом, этот человек уже получил приказ. Приказ следить. Приказ записывать. Возможно, приказ действовать, когда придет время. Как вы живете с этим знанием? Как вы продолжаете играть роль, когда понимаете, спектакль окончен и финал уже написан? В архивах Службы национальной безопасности Киргизии, согласно показаниям бывшего офицера спецслужб, существовала папка с кодовым названием «Кардинал». В ней детальное досье на Медета Садыркулова, список его счетов за границей, перечень компаний, связанных с его именем, записи телефонных разговоров, фотографии встреч, которые должны были остаться тайнами. Это досье начали собирать в 2007 году, за 2 года до трагедии. Кто дал приказ собирать компромат на человека, который формально был вторым лицом в государстве? И самое главное, зачем такое досье собирают, если не планируют использовать? Ночью 12 марта 2009 года Медет Садыркулов покинул Бишкек. Официальная версия — он ехал на встречу с местными властями в Чуйской области, рутинная поездка, которую совершал десятки раз. Но свидетели на блокпостах, которые видели его кортеж, говорят, машин было больше обычного, охрана была усилена, сам Медет выглядел напряженным. Один из сотрудников охраны позже рассказывал следователям. Садыркулов дал странное указание — не использовать обычный маршрут, ехать через деревни, избегать главных трасс. Почему человек, который контролировал всю систему безопасности страны, боялся главных дорог? Утро 13 марта принесло новость, которая потрясла Киргизию. Джип, в котором ехал Медет Садыркулов, обнаружили сгоревшим на обочине дороги недалеко от села Карагай-Булак. Внутри 3 обугленных тела — сам Садыркулов, его водитель и телохранитель. Официальная версия — автокатастрофа. Машина слетела с дороги, перевернулась, загорелась от удара. Но эксперты, которые изучали место происшествия, находили детали, которые не вписывались в эту версию. Следы торможения были странными, короткими, как будто водитель пытался остановиться резко, но не успел. Повреждения кузова не соответствовали обычному съезду с дороги и опрокидыванию. Металл был деформирован так, будто в машину врезались сзади, с огромной силой, целенаправленно. И самое странное — интенсивность огня. Машины горят, это факт. Но такая температура, при которой тела обугливаются до неузнаваемости, стальные части плавятся. Такая температура достигается только если используется ускоритель горения. Что происходило в те последние минуты? Свидетель, который жил в доме недалеко от места трагедии, рассказывал. Около 3 часов ночи он услышал громкий удар, затем взрыв, затем крики. Но когда он выбежал на улицу, все уже горело, помочь было невозможно. А еще он видел, через несколько минут после взрыва мимо проехала машина без номеров. Ехала быстро, в сторону Бишкека. Эту деталь не включили в официальный протокол осмотра места происшествия. Как и многие другие детали, которые могли бы превратить трагическую автокатастрофу в нечто совсем иное. Могла ли это быть случайность? Медет Садыркулов был опытным политиком, человеком, который выживал в самых жестких интригах киргизской власти. Он знал, как работают спецслужбы, знал методы устранения неугодных, и он знал, что становится неугодным. За 3 месяца до трагедии он, по свидетельствам коллег, пытался договориться о встрече с оппозиционными лидерами. Зачем главе администрации президента встречаться с теми, кого режим Бакиева преследовал? Искал ли он пути отступления? Готовил ли план побега из системы, которую сам построил? Или пытался найти союзников против тех, кто уже вынес ему приговор? Доверие — странная валюта во власти. Ты отдаешь его людям, которые клянутся умереть за тебя, и эти же люди становятся твоими палачами. Медет Садыркулов доверял Максиму Бакиеву. Младший сын президента, 32-летний выпускник американского университета, человек, который формально возглавлял агентство по развитию инвестиций, формально. На деле Максим Бакиев был тем, кто контролировал главные финансовые потоки страны.
топливную компанию «Мирас», строительный холдинг «Акджол Девелопмент», долю в «Кыргызтелекоме». К 2008 году его состояние оценивалось экспертами в 300-400 миллионов долларов. В стране, где средняя зарплата составляла $120 в месяц. Но Максим хотел большего. Он хотел не просто денег, он хотел власти, политической, открытой, официальной. Хотел быть не теневым игроком, а первым лицом. И на его пути стоял человек, который знал все схемы, все документы, все тайны семьи Бакиевых. Медет Садыркулов. Зимой 2009 года конфликт между ними стал очевиден для всех в администрации президента. На совещаниях они не разговаривали друг с другом напрямую. Передавали поручения через помощников, как враги, которые еще не начали войну, но уже знают, что она неизбежна. Садыркулов блокировал назначение людей Максима на ключевые должности. Максим, в свою очередь, через своих людей в спецслужбах начал собирать компромат на Садыркулова. Те самые записи телефонных разговоров, те самые списки счетов, те самые фотографии тайных встреч. Представьте, вы создали систему, где деньги и власть слиты воедино, где каждый чиновник — это звено в цепи обогащения, где государство существует лишь как фасад для грандиозной коррупции. Вы создали эту систему вместе с семьей Бакиевых. Вы были архитектором схем, по которым миллионы долларов текли из госбюджета в карманы избранных. А теперь младший сын президента, которого вы когда-то считали союзником, решает. Вы знаете слишком много. Вы — угроза. Что вы делаете? Пытаетесь договориться? Пытаетесь бежать? Или понимаете, что уже поздно, что механизм запущен и остановить его невозможно? В конце февраля 2009 года Медет Садыркулов провел встречу с бывшим министром финансов, человеком, который ушел из правительства после конфликта с Максимом Бакиевым. О чем они говорили, неизвестно. Но после этой встречи бывший министр уехал из Киргизии. Уехал навсегда. Поселился в Казахстане и с тех пор отказывается говорить о том времени. Единственное, что он сказал журналисту, который нашел его в Алматы, Медет знал, что ему осталось мало времени. Он пытался что-то сделать, но было уже поздно. Система, которую он создал, пожирала его, и он это понимал. А теперь вопрос, который мучает всех, кто знал Садыркулова, кто работал с ним, кто понимает логику власти в Киргизии. Были ли у него документы? Страховка, которую умные люди всегда готовят для себя, когда играют в игры со ставкой «жизнь». Копии финансовых схем, записи разговоров, доказательства преступлений семьи Бакиевых. И если такие документы существовали, где они сейчас? Сгорели вместе с ним в той машине, превратились в пепел вместе с его телом? Или кто-то забрал их до того, как машина загорелась? И если забрал, то кто? И что он сделал с этими документами? Охрана Садыркулова в ту ночь состояла из 3 человек. Один был родственником Максима Бакиева. Этот факт всплыл только через год, когда независимые журналисты начали собственное расследование. Официальное следствие его не заметило или не захотело замечать. Существовала группа из 7 человек, которые знали все о Медете Садыркулове. Каждую деталь его биографии, каждую финансовую операцию, каждый план, каждый страх. Это были не просто помощники или коллеги. Это были те, кто составлял ядро системы власти, которую выстроил Садыркулов. Каждый из них контролировал свой сегмент. Один отвечал за силовые структуры, другой — за финансы, третий — за связи с олигархами, четвертый — за работу с регионами. К марту 2009 года все 7 знали. Конфликт между Садыркуловым и Максимом Бакиевым достиг точки невозврата. Каждый из них должен был сделать выбор. Остаться с Садыркуловым значит встать против сына президента, против человека, который контролирует силовые структуры, который имеет неограниченные финансовые ресурсы, который не остановится ни перед чем. Встать на сторону Максима значит предать человека, который сделал их карьеры, который знает все их тайны, который может в любой момент открыть эти тайны. Они выбрали. Один за другим в течение 3 недель февраля-марта 2009 года эти 7 человек нашли способы дистанцироваться от Садыркулова. Кто-то взял внезапный отпуск и уехал за границу.
Кто-то заболел и перестал появляться в администрации. Кто-то попросил перевод на другую должность. А один из них, самый близкий к Садыркулову, человек, которого глава администрации считал почти братом, провел секретную встречу с Максимом Бакиевым. О чем они говорили, стало известно только через несколько лет, когда этот человек, уже живя в России под чужим именем, дал интервью на условиях полной анонимности. Он сказал: «Максим дал понять, либо вы с нами, либо вас уберут вместе с Медетом. Выбора не было». Медет Садыркулов остался один. Человек, который когда-то мог одним звонком решить судьбу любого чиновника в стране, который распоряжался миллионами, который был вторым лицом в государстве. Этот человек провел свои последние дни в изоляции. Его телефон молчал, встречи, которые раньше шли одна за другой, отменялись, помощники внезапно становились занятыми. Даже личный водитель, который возил его 5 лет, попросил перевод в другой департамент. Система, которую создал Садыркулов, система личных связей и круговой поруки, работала против него. Те, кто были обязаны ему всем, предали его первыми. Потому что в этой системе лояльность — это не честь, это сделка. И когда цена лояльности становится слишком высока, сделку разрывает. Мог ли он предвидеть это предательство? Или до последнего верил, что люди, которых он вырастил политически, которым дал власть и деньги, останутся с ним? Психологи, которые изучают поведение людей во власти, говорят: существует слепая зона, которую создает сама власть. Ты настолько привыкаешь командовать, что перестаешь видеть реальность. Перестаешь замечать, что подчиненные подчиняются не тебе, а твоей должности. Что лояльность — это маска, которую они надевают для тебя, а снимают, когда тебя нет рядом. Что твои друзья во власти — это не друзья. Это временные союзники, которые останутся с тобой, пока ты силен, и исчезнут, как только почувствуют слабость. За неделю до трагедии Медет Садыркулов попытался встретиться с президентом Курманбеком Бакиевым. Встреча не состоялась. Официальная причина — президент был занят, график перегружен. Встречу перенесли на более поздний срок. Этот более поздний срок так и не наступил. Бывший помощник Бакиева, который работал в администрации президента в те дни, говорит: Максим Бакиев лично следил за тем, чтобы Садыркулов не получил доступа к отцу. Каждая попытка Медета выйти на президента блокировалась сыном. Отец либо не знал об этом, либо знал и молчал. Что страшнее? Представьте, вы понимаете, что вас вот-вот уберут. Вы пытаетесь достучаться до единственного человека, который может вас спасти, президента, которого вы привели к власти, которому служили 10 лет, ради которого строили всю систему управления страной. И этот человек не берет трубку, не назначает встречу, не отвечает на послание, молчит. Что вы чувствуете в эту минуту? Отчаяние, гнев или холодное понимание, что предали не только подчиненные, но и тот, кого вы считали главным? Трагедия Медета Садыркулова в том, что он создал монстра, а потом стал жертвой собственного творения. Он выстроил систему, где человеческая жизнь ничего не стоит, где власть — это деньги, а деньги — это все. Он научил Максима Бакиева и его окружение, что можно покупать судей, можно устранять конкурентов, можно подделывать выборы, можно превращать государство в частную компанию, где прибыль важнее закона. И когда Садыркулов сам стал препятствием на пути этих людей к еще большей власти, система применила к нему те же правила, которые он сам написал. Жесткие, безжалостные, окончательные. Но остается вопрос, который не дает покоя всем, кто знал правду о тех днях. Знал ли Медет Садыркулов о готовящемся против него ударе? Понимал ли он, садясь в ту машину вечером 12 марта, что едет в последний путь? Или до последней секунды верил, что сможет договориться, сможет выжить, сможет переиграть тех, кто когда-то был его союзниками? И если знал, почему поехал? Почему не бежал из страны, не обратился за помощью к оппозиции, не попытался обнародовать компромат на семью Бакиевых? Был ли это выбор человека, который просто устал бороться? Или последний жест отчаяния? Последняя попытка доказать себе, что он все еще контролирует ситуацию, даже когда контроль давно утерян. Впервые за 23 года
человек, который был личным водителем Медета Садыркулова с 2005 по 2009 год, согласился говорить перед камерами. Его зовут Асан, ему сейчас 58 лет. Он живет в небольшом доме на окраине Бишкека, работает таксистом, избегает встречи с бывшими коллегами из администрации. Руки дрожат, когда он достает из старого портфеля потертую фотографию. На ней Медет Садыркулов улыбается, стоит рядом с черным джипом, тем самым, который позже превратится в металлический гроб на дороге в Чуйскую область. Асан долго смотрит на эту фотографию, словно пытается найти в ней ответ на вопрос, который мучает его больше 2 десятилетий. Потом говорит, медленно, с долгими паузами, как человек, которому каждое слово дается с болью. «Я должен был понять. Все признаки были там, я видел их каждый день. Но я молчал. Я просто возил его туда, куда он просил. И теперь я живу с этим знанием». Асан работал с Медетом Садыркуловым почти 5 лет. Срок достаточный, чтобы узнать человека не по публичным речам, а потому, как он ведет себя, когда думает, что никто не видит. Водитель — это человек-невидимка во власти, тот, кто находится рядом каждый день, но как будто не существует для тех, кого возит. Они разговаривают по телефону в машине, обсуждают секретные сделки, ругаются, плачут, думают вслух и забывают, что водитель слышит каждое слово. Асан слышал всё. Он помнит, как зимой 2007 года Медет впервые заговорил о том, что устал. Это было после совещания в Белом доме, длинного, изнурительного, где обсуждали новый закон о контроле над телевидением. Медет сел в машину, закрыл глаза и тихо сказал, почти шепотом: «Асан, мы строим тюрьму. Я думал, мы строим страну, а мы строим тюрьму. Для всех. И для себя тоже». Асан тогда не ответил, просто включил двигатель и повез шефа домой. Но эти слова запомнил на всю жизнь. С того дня что-то начало меняться в Медете Садыркулове. Асан замечал мелочи. То, как шеф стал дольше задерживаться в машине после встреч, сидел молча, смотрел в окно, словно искал что-то за стеклом, что-то, чего там не было. То, как он начал требовать менять маршруты, избегать центральных улиц, просить ехать через жилые районы, где меньше камер наблюдения. То, как он перестал разговаривать по телефону в машине. Раньше мобильный звонил каждые 10 минут. Медет отвечал, обсуждал дела, отдавал распоряжения. Теперь телефон часто оставался в кармане, даже когда звонил. «Не сейчас», — бормотал Медет, и в его голосе слышалась не занятость, а страх. Страх того, что каждый разговор записывается, каждое слово может стать уликой, каждая фраза может быть использована против него. Асан помнит конкретную дату — 18 февраля 2009 года. Они возвращались с закрытого совещания у президента. Было уже поздно, за окном темнота накрывала Бишкек мокрым февральским снегом. Медет вдруг попросил остановиться у парка Панфилова, вышел из машины, сказал Асану ждать. Стоял там минут 20, один, под снегом, смотрел на деревья, на пустые аллеи, на фонари, которые едва пробивали темноту своим желтоватым светом. Когда вернулся в машину, лицо было мокрым, то ли от снега, то ли от слез. Асан не разобрал. Молчали всю дорогу до резиденции. У ворот Медет положил руку на плечо Асана, единственный раз за 5 лет, и сказал: «Если что-то случится со мной, не говори никому, что видел. Никому. Ни милиции, ни следователям, ни журналистам. Береги семью. Забудь все, что знаешь. Это единственный способ выжить». Асан тогда не понял, теперь понимает. Медет Садыркулов уже знал, что обречён. Просто не знал, когда именно придёт конец. Почему он не бежал? Почему человек, который контролировал спецслужбы, который имел связи за границей, который мог в любой момент пересечь границу с Казахстаном или Россией и исчезнуть, почему он остался? Асан думал об этом каждую ночь последние 23 года. И единственное объяснение, которое он находит — Медет был пойман в ловушку собственной системы. Бежать значит признать вину. Значит потерять всё, что строил десятилетиями. Значит оставить семью без защиты. Остаться значит играть до конца. Надеяться, что сможешь переиграть тех, кто уже вынес приговор. Медет выбрал остаться. Выбрал надежду вместо спасения. Это был выбор человека, который всю жизнь верил,
что может контролировать любую ситуацию, даже когда ситуация уже вышла из-под контроля. Даже когда все вокруг знали правду, которую он отказывался видеть. За 3 дня до той последней поездки Медет попросил Асана отвезти его не в администрацию, а в частный дом на окраине Бишкека. Адрес Асан не знал до этого дня. Дом стоял в тихом районе, за высоким забором, без вывесок, без охраны. Медет вошел туда один, пробыв внутри 2 часа. Когда вышел, выглядел так, будто постарел на 10 лет за эти 120 минут. Сел в машину, закрыл дверь и сказал одну фразу. «Асан, ты хороший человек. Не становись таким, как я». А сам хотел спросить, что случилось, но не посмел. Молчали всю дорогу обратно. Теперь Асан знает. В том доме жила мать Медета Садыркулова, 84-летняя женщина, которая болела, которая почти не вставала с постели. Это была последняя встреча сына с матерью. Она умерла через месяц после его трагедии. На похороны не пришел никто из бывших коллег Медета по администрации. Никто. Асан до сих пор задает себе вопрос. Мог ли он что-то сделать? Должен ли был предупредить кого-то, попытаться спасти человека, с которым работал 5 лет, которого уважал, несмотря на все? Или молчание было единственным способом защитить собственную семью, собственную жизнь? Он живет с этим грузом каждый день. Каждый раз, когда садится за руль такси, когда везет очередного пассажира, он вспоминает те последние поездки с Медетом Садыркуловым. Вспоминает его молчание, его взгляд в окно, его руку на плече у ворот резиденции. И думает, что я должен был сделать? Как можно было жить иначе в той системе, где предательство было валютой выживания, а верность — билетом в могилу? Публика знала Медета Садыркулова как человека власти. Строгий костюм, уверенная походка, речи о реформах и стабильности. Дома его знала жена, Айнура Садыркулова, 42 года, преподаватель истории в Бишкекском государственном университете, мать 3 детей. Худая, с ранними морщинами вокруг глаз, с руками, которые дрожат, когда она держит чашку чая. Она согласилась встретиться только через 20 лет после трагедии. Только в собственном доме. Только без камер. Говорила тихо, часто замолкала посреди фразы, словно каждое воспоминание причиняло физическую боль. «Медет был хорошим мужем», — начинает она. И эта фраза звучит как защита, как попытка оправдать человека, которого большинство киргизов считают частью коррумпированного режима. Он приходил домой поздно, но всегда находил время поужинать с детьми. Спрашивал, как дела в школе, помогал с уроками. Старший сын хотел стать юристом, как отец. Медет был счастлив. Айнура замолкает, смотрит на фотографию на стене. Семейный портрет, снятый летом 2007 года. Все улыбаются. Медет обнимает жену и детей. Солнце светит сквозь листву деревьев в саду их дома. Идеальная картина счастливой семьи. Ложь. Потому что дома, за закрытыми дверями, Медет Садыркулов был другим человеком. Айнура помнит, как с осени 2008 года он начал просыпаться по ночам. Сидел на краю кровати, смотрел в темноту, не отвечал на вопросы. Помнит, как однажды среди ночи услышала его голос в кабинете. Он разговаривал с кем-то по телефону, кричал. Его голос срывался, в нем была такая ярость и такое отчаяние, что Айнура испугалась. Когда утром спросила, что случилось, Медет ответил: «Ничего, просто работа». Но глаза говорили правду. В них был страх. Холодный, всепоглощающий страх человека, который понимает, что загнан в угол. Дети замечали перемены. Старший сын Санжар, тогда 16-летний подросток, спросил мать: «Почему папа больше не улыбается?» Айнура не нашла, что ответить. Средняя дочь, Асель, 14 лет, начала избегать отца. Слишком тяжело было видеть, как человек, которого она любила, медленно разрушается изнутри. Младший, Тимир, 10 лет, был слишком мал, чтобы понимать, но чувствовал. Чувствовал напряжение в доме, молчание за ужином, взгляды матери, полные тревоги. Семья жила в красивом доме, дети учились в лучшей школе Бишкека. На счетах были деньги, которых хватило бы на несколько жизней. Но счастья не было. Потому что отец семейства каждый день приходил домой как с войны. Измотанный, опустошенный,
с глазами человека, который видел слишком много и больше не может забыть увиденное. Февраль 2009 года был особенно тяжелым. Медет почти не разговаривал с семьей, запирался в кабинете, часами сидел за столом, перебирал какие-то документы, делал записи, уничтожал бумаги в шредере. Звук этого шредера, жужжание, с которым машина превращает листы в конфетти, до сих пор снится Айнуре в кошмарах. Он уничтожал прошлое, уничтожал улики, уничтожал связи с тем, что делал во власти. Готовился к концу. Только семья не знала, что это подготовка к финалу. Вечером 12 марта, перед той последней поездкой, Медет вернулся домой рано, в 6 вечера, что было необычно для него. Попросил Айнуру приготовить плов, его любимое блюдо. Собрал всю семью за столом. Дети были удивлены. Давно не было таких совместных ужинов, где отец сидел с ними, разговаривал, шутил. Медет рассказывал истории из своего детства, про то, как рос в бедной семье, как мечтал изменить Киргизию, как верил, что власть — это служение народу. Самжар слушал отца и думал, почему он говорит об этом сейчас? Почему эта грусть в его голосе? Почему он смотрит на нас так, будто прощается? После ужина Медет обнял каждого ребенка долго, крепко, словно хотел запомнить это ощущение. Айнура видела слезы в его глазах. Спросила, что случилось? Что ты скрываешь от меня? Медет ответил, все будет хорошо. Я все исправлю. Обещаю. Это была ложь. Они оба знали, что это ложь. В 9 вечера Медет получил звонок. Недолгий. После которого сказал Айнуре, «Мне нужно ехать. Встреча в Чуйской области. Вернусь завтра утром». Она попросила, «Не езди, останься дома, пожалуйста». Он поцеловал ее в лоб и ушел. Больше она его не видела. На следующий день, 13 марта, когда к дому подъехала милицейская машина и 2 офицера постучали в дверь, Айнура поняла все до того, как они произнесли хоть слово. Села на пол в прихожей и не могла встать несколько часов. Дети стояли рядом, не плакали. Шок был слишком сильным для слез. Они стояли и смотрели на мать, которая повторяла одну фразу снова и снова. «Я знала, я знала, я должна была остановить его». Айнура Садыркулова до сих пор живет в том же доме. Дети выросли, уехали за границу. Старший сын работает юристом в Москве, дочь вышла замуж и живет в Германии, младший учится в Казахстане. Они не возвращаются в Киргизию. Не хотят вспоминать. Айнура осталась одна, среди вещей мужа, среди воспоминаний, среди вопросов, на которые нет ответа. Она до сих пор не знает правды, что именно случилось той ночью на дороге в Чуйскую область. Кто отдал приказ, кто выполнял, кто стоял за всем этим. Официальное следствие закрыто, дело объявлено автокатастрофой, документы засекречены. Айнура пыталась добиться справедливости, нанимала адвокатов, писала запросы, обращалась в суд. Все бесполезно. Система, которую создал ее муж, защищает тех, кто его уничтожил. Но больше всего ее мучает другое. Она знала. Знала, что муж играет в опасную игру, что он становится помехой для тех, кто жаждет большей власти, что дни его сочтены. Видела признаки, слышала ночные разговоры, чувствовала его страх. И молчала. Потому что не знала, как спасти человека, который сам выбрал этот путь. Потому что боялась, что любая попытка вмешаться приведет к еще худшему финалу. Потому что в той системе, где жила их семья, каждое действие могло обернуться катастрофой. Айнура задает себе вопрос каждый день. Виновата ли она в том, что муж погиб? Должна ли была настоять, заставить его бежать, увести детей и исчезнуть до того, как стало слишком поздно? Или молчание было единственным способом защитить хотя бы детей, дать им шанс прожить свои жизни без клейма предателей, без преследования системы, которая не прощает тех, кто пытается от нее уйти? Как жить дальше, когда каждый день напоминает о том, что ты молчала, когда нужно было кричать? Под Белым домом существовали помещения, о которых даже архитекторы не знали сегодня. Бункеры и туннели,
построенные еще в советское время, расширенные и модернизированные в 90-е и 2000-е годы. Один из туннелей вел от подвала Белого дома к зданию бывшего КГБ, теперь Службы национальной безопасности. Другой — к частному дому на Московской улице, где неофициально располагалась резиденция семьи Бакиевых. Третий, самый секретный, выходил за пределы Бишкека, к аэропорту Манас. Имел протяженность почти 20 километров. Был оборудован системой вентиляции, освещения, электрическими машинами для быстрого перемещения. Этот туннель строили в абсолютной тайне, рабочих привозили из других регионов. После окончания работ большинство из них получали щедрые выплаты и исчезали. Кто-то уехал в Россию, кто-то в Казахстан. Несколько человек погибли при странных обстоятельствах. Медет Садыркулов знал об этих туннелях все. Он курировал их строительство, утверждал планы, контролировал финансирование. Эти туннели были частью плана побега. На случай революции, народного восстания, военного переворота. В феврале 2009 года, когда напряжение в стране нарастало, когда оппозиция начинала громче говорить о коррупции режима, когда на улицах появлялись первые протестующие, Медет начал проверять эти маршруты каждую ночь. Охранники, которые дежурили в подвалах Белого дома, рассказывали позже следователям. Глава администрации президента приезжал после полуночи, спускался в туннели, проходил по ним с фонарем, проверял двери, замки, системы связи. Один из охранников, который согласился говорить только анонимно, вспоминает. Медет Садыркулов выглядел как человек, который готовится к бегству. Он не просто осматривал туннели, он репетировал побег. Проверял, сколько времени нужно, чтобы добраться до аэропорта, какие препятствия могут возникнуть. Где можно спрятаться, если кто-то перекроет выходы. Это было жутко. Человек, который контролирует всю систему безопасности страны, готовится бежать от этой системы. Но побег требует союзников. Нужны люди, которые откроют двери, включат свет в туннелях, обеспечат машину на выходе, проведут через границу. В феврале 2009 года у Медета Садыркулова таких союзников почти не осталось. Те, кто контролировал туннели, получали приказы от Максима Бакиева. Те, кто охранял выходы, докладывали каждое движение сыну президента. Система, которую создал Садыркулов для защиты режима, превратилась в тюрьму для него самого. Каждый туннель, который должен был стать путем спасения, стал ловушкой. Существует свидетельство, которое никогда не попало в официальные документы следствия. Бывший офицер Службы национальной безопасности, который в марте 2009 года отвечал за контроль подземных коммуникаций Белого дома, рассказал журналистам. За неделю до трагедии к нему пришел человек из ближнего круга Максима Бакиева, передал конверт с крупной суммой денег и простое указание. Если Медет Садыркулов попытается воспользоваться туннелями для побега, немедленно блокировать все выходы и сообщить по специальному номеру. «Я понял тогда, что Садыркулова собираются убрать», — говорит бывший офицер. «И что его попытка спастись через туннели приведет только к тому, что его схватят под землей, где никто не увидит, никто не услышит». Это была идеальная ловушка. Я взял деньги. Я выполнял приказы. У меня была семья, дети. Я не герой, я просто хотел выжить. Медет Садыркулов проверил туннели в последний раз 9 марта 2009 года, за 4 дня до своей гибели. Охранник, который дежурил той ночью, помнит. Глава администрации президента спустился в подвал Белого дома около 2 часов ночи. Был один, без сопровождения. Прошел по туннелю, который вел к зданию Службы национальной безопасности, постоял у двери, которая должна была открываться по специальному коду, набрал код, дверь не открылась. Попробовал еще раз. Снова ничего. Коды поменяли. Медет стоял перед закрытой дверью несколько минут, потом развернулся и ушел. Охранник видел его лицо, когда он выходил из туннеля обратно. Это было лицо человека, который только что осознал, что все выходы перекрыты, что бежать некуда, что он в западне. Он шел медленно, как старик, хотя ему было всего 47 лет, вспоминает охранник. И я подумал тогда, это мертвец, который еще ходит. Просто сам не знает, что уже мертв. Почему он не попытался бежать иначе? Улететь из Манаса легальным рейсом, пересечь границу с Казахстаном на машине, попросить политического убежища в посольстве какой-нибудь западной страны? Ответ прост и ужасен. Медет Садыркулов понимал, что любая попытка бежать приведет к репрессиям против его семьи. Система, которую он знал изнутри, не прощала предательства.
Если он уедет, схватят жену, допросят детей, обвинят в коррупции, посадят в тюрьму, отберут все имущество. Останутся ли дети на свободе, если отец объявлен врагом режима? Сможет ли он жить в другой стране, зная, что семья страдает из-за его решения? Медет был загнан в угол. Остаться — значит погибнуть. Бежать — значит обречь семью. Третьего варианта не было. Но существовала еще одна причина, более глубокая, более психологическая. Медет Садаркулов всю жизнь верил, что может контролировать ситуацию. Он был человеком власти, человеком, который принимал решения, который управлял людьми, который выстраивал схемы и реализовывал планы. Признать, что потерял контроль, что стал жертвой собственной системы, что больше не может влиять на события, это было равносильно признанию, что вся его жизнь была ошибкой, что власть, которую он строил, оказалась иллюзией, что он не господин, а раб системы, которую сам создал. Такое признание для человека его психотипа невозможно. Проще верить до последнего, что еще можно что-то изменить, что еще есть шанс переиграть противников, что еще не все потеряно. Даже когда все факты кричат обратное. Даже когда туннели закрыты, союзники предали, семья под угрозой. Даже когда ты уже мертвец, который просто еще не упал. Охранники, которые работали в подвалах Белого дома, больше никогда не видели Медета Садаркулова после той ночи 9 марта. Через 4 дня он погиб на дороге в Чуйскую область. Туннели остались. Они существуют до сих пор, заброшенные, запечатанные, забытые официальной историей. Иногда, по словам людей, которые работают в Белом доме сегодня, оттуда доносятся звуки. Шаги, скрип дверей, отголоски чьих-то голосов. Технические службы объясняют это акустическими эффектами, вибрацией от метро, игрой ветра в вентиляционных шахтах. Но охранники, которые дежурят по ночам, знают другую правду. Они говорят, это призраки тех, кто строил эту систему. Тех, кто думал, что контролирует подземелья власти, а оказалось, власть контролировала их. Медет Садаркулов проверял пути побега, но побега не было. Были только туннели, которые вели в никуда. Были только двери, которые больше не открывались. Был только конец, который становился все ближе. Понимал ли он это в ту последнюю ночь, когда стоял перед закрытой дверью под Белым домом? За 4 года у власти Медет Садаркулов постарел на 25 лет. Это не метафора. Это медицинский факт, который зафиксирован в архивах его личного врача, доктора Эрлана Касымова. В 2005 году, когда Садаркулов стал главой администрации президента, ему было 38 лет. Стройный, энергичный, с густыми темными волосами, с прямой спиной, с быстрой походкой человека, который знает, куда идет. Фотографии того времени показывают мужчину в расцвете сил. Глаза ясные, улыбка уверенная, руки не дрожат, когда подписывает документы. К 2009 году осталась лишь оболочка того человека. Волосы почти полностью седые, лицо изрезано глубокими морщинами, спина сутулая, походка медленная, неуверенная. Взгляд — это отдельная история. Взгляд человека, который слишком много видел и теперь не может забыть увиденное. Доктор Касымов ввел медицинскую карту Садаркулова с 2006 года. Эта карта существовала в 2 экземплярах. Официальная, которая хранилась в медицинском кабинете администрации президента, и личная, которую доктор держал у себя дома в сейфе. После трагедии марта 2009 года официальная карта исчезла из архивов, но личная копия сохранилась. Доктор Касымов, который сейчас живет в Турции и отказывается возвращаться в Киргизию, согласился рассказать о том, что видел в те годы. То, что он рассказывает о состоянии здоровья Медета Садаркулова, объясняет очень многое. Первые тревожные признаки появились весной 2007 года. Садаркулов начал жаловаться на бессонницу. Не мог заснуть до 3-4 часов ночи. Просыпался в 6 утра. Доктор прописал снотворное. К осени дозу пришлось увеличить вдвое, к зиме — втрое. Это была классическая зависимость. Затем начались проблемы с сердцем.
В январе 2008 года Садыркулов впервые потерял сознание прямо в кабинете. Упал, ударился головой о край стола. Доктор настаивал на госпитализации. Садыркулов отказался. Сказал, слишком много работы. Не может позволить себе слабость. Враги используют любой признак уязвимости. Принимал лекарства горстями. 15 различных таблеток ежедневно. Доктор Касымов вспоминает. Это была фармакологическая бомба, тикающая внутри человека. К лету 2008 года появились новые симптомы. Садыркулов начал терять вес. За 3 месяца — 12 килограммов. Доктор провел анализы, которые показали критически высокий уровень кортизола, гормона стресса. Организм Садыркулова существовал в режиме постоянной угрозы. Так живут люди на войне, под обстрелом. Но война Садыркулова была внутри системы, которую он сам создал. Доктор подозревал, это не просто стресс, это страх. Страх человека, который знает слишком много и понимает, что это знание делает его уязвимым. Руки начали дрожать осенью 2008 года. На совещаниях Садыркулов прятал руки под столом, зажимал пальцы в кулаки, чтобы остановить дрожь. Помощники замечали, видели, молчали. В такой системе молчания — это форма выживания. Зимой 2008-2009 года доктор Касымов заметил то, что испугало его больше всего остального. Садыркулов начал забывать. Забывал имена людей, с которыми работал годами. Терял нить разговора посреди фразы, замолкал, смотрел в пустоту. Это было не от усталости. Это было разрушение когнитивных функций. Последний раз доктор Касымов видел его 9 марта 2009 года, за 4 дня до трагедии. Садыркулов пришел за очередным рецептом на снотворное. Доктор взглянул на него и понял, перед ним сидит человек на грани. Физически, психически, эмоционально. На абсолютной грани. Еще один шаг — и обрыв. Но была ли болезнь причиной того, что случилось? Или следствием системы, которая пожирала людей изнутри, превращала их в оболочки, высасывала жизнь ради сохранения власти? Доктор Касымов говорит. Садыркулов был не первым и не последним, кого он видел в таком состоянии. Многие высокопоставленные чиновники киргизского режима приходили к нему с похожими симптомами. Бессонница, сердечные проблемы, потеря веса, тревога, паранойя. Власть в Киргизии имела цену. Эта цена — здоровье, рассудок, жизнь. Садыркулов платил эту цену каждый день. К марту 2009 года счет был предъявлен полностью. Знал ли он это, когда смотрел в зеркало и видел старика вместо 42-летнего мужчины? Понимал ли, что система, которой он служил, уже убила его? Просто тело еще не осознало этот факт. В архивах Службы национальной безопасности Киргизии когда-то существовала папка с кодовым названием «Кардинал-7». 7 — это количество страниц документа, который лежал в этой папке. 7 страниц, которые содержали полный список финансовых операций Медета Садыркулова за период с 2005 по 2008 год. Банковские счета в Швейцарии, Люксембурге, на Кипре, компании-прокладки, зарегистрированные на родственников, контракты с государственными структурами, где откаты составляли от 20 до 40%, недвижимость в Москве, Стамбуле, Дубае. Общая сумма активов — $470 миллионов. На бумаге ни одного доллара не принадлежал лично Садыркулову. На деле все было его. Этот документ составили зимой 2008 года. Кто заказал его подготовку? Официально неизвестно. Но бывший аналитик СНБ, который участвовал в сборе информации, рассказывает. Приказ пришел напрямую из администрации президента. А это означает от Максима Бакиева или от самого президента. Зачем президенту досье на собственного главу администрации, на человека, который был его правой рукой? Ответ один. Для использования в нужный момент. Для шантажа. Для устранения. Для оправдания того, что должно было произойти. Но в марте 2009 года, когда следователи начали расследование гибели Садыркулова, папка «Кардинал-7» исчезла из архивов. Не просто исчезла. Исчезла вместе с записями о ее существовании. Вместе с журналом выдачи. Вместе с электронными копиями.
Кто-то очень тщательно стер все следы. Этот кто-то имел доступ к самым секретным хранилищам спецслужб. Этот кто-то знал, что документ может стать уликой, а улики нужно уничтожать. Но уничтожить можно бумагу, но не память людей. Аналитик СНБ, который работал над досье, помнит детали. И самая важная деталь — это дата. На обложке папки стояла отметка «Использовать после марта 2009 года». Это означает, еще зимой 2008 года кто-то планировал, что Садыркулов не доживет до апреля 2009 года. Планировал заранее. Готовил документы, которые оправдают его устранение. Компромат как страховка, как посмертное обвинение. Убить человека, а потом опубликовать доказательства его коррупции. Чтобы народ не жалел, чтобы не задавал вопросов, чтобы считал, он получил по заслугам. План сработал частично. После трагедии в прессе появились материалы о коррупции Садыркулова. Цифры, факты, свидетельства. Все аккуратно, все документировано. Все выглядит как расследование честных журналистов. Только эти журналисты получили информацию из одного источника. Из администрации президента. Из рук Максима Бакиева. Мертвый Садыркулов превратился в коррупционера, который обворовывал народ. Живой Максим Бакиев — в борца с коррупцией, который очищает систему. Идеальная операция по управлению общественным мнением. Идеальное убийство репутации после физического устранения. Но существовала еще одна папка — «Кардинал 0». Ее содержание неизвестно до сих пор, но она существовала. Об этом говорят 3 независимых свидетеля, работавших в архивах СНБ. 0 означает высший уровень секретности. Документы, которые видят только руководители спецслужб. Что было в этой папке? Одна из версий — списки тех, кто действительно стоял за финансовыми схемами режима. Не Садыркулов, который был исполнителем, техническим организатором, а те, кто получал основную прибыль, кто давал приказы, кто владел реальными активами. Семья Бакиевых, Максим и его братья. Возможно, сам президент. Если эта версия верна, то «Кардинал 0» — это страховка Садыркулова. Доказательства, которые он собирал годами на случай, если систему придется обменять на собственное спасение. И вот ключевой вопрос. Где эта папка сейчас? Сгорела ли она вместе с Садыркуловым в той машине на дороге в Чуйскую область? Или он успел спрятать ее в надежном месте, передать кому-то, кто мог бы использовать эти документы после его смерти? Бывший помощник Садыркулова, который согласился говорить только анонимно, утверждает: за неделю до трагедии Медет передал кому-то большой запечатанный конверт. Встреча произошла в частном доме, без свидетелей, без записи. Кто был этот человек? Что было в конверте? И почему до сих пор эти материалы не появились публично? Возможно, потому что человек, который получил конверт, понимает: обнародовать эти документы значит подписать себе смертный приговор. Система Бакиевых пала в 2010 году, во время Апрельской революции. Но люди, которые служили этой системе, остались. Они занимают посты в спецслужбах, в судах, в правоохранительных органах. Они помнят, кто предавал, кто хранил секреты, кто может стать угрозой. Опубликовать «Кардинал 0» значит стать целью для этих людей. Значит превратить собственную жизнь в отсчет времени до следующей автокатастрофы, до следующего несчастного случая, до следующей жертвы системы, которая не прощает тех, кто открывает ее тайны. Архивы молчат, документы исчезли. Свидетели боятся говорить. Но исчезновение само по себе — это улика. Если бы Садыркулов был просто коррупционером, если бы его смерть была обычной автокатастрофой, зачем уничтожать документы? Зачем стирать следы? Зачем запугивать свидетелей? Зачем создавать вокруг его гибели стену молчания? Правда не требует сокрытия, ложь требует. И чем больше прячут, тем очевиднее. Там было что-то, что нельзя было показывать. Что-то, что разрушило бы официальную версию. Что-то, что указывало на реальных виновных. Кто эти виновные? Кто отдал приказ? И почему 23 года спустя правда все еще погребена в исчезнувших архивах? Существует свидетельство, которого нет ни в одном официальном протоколе.
Водитель грузовика, который ехал той ночью по той же дороге в Чуйскую область, видел то, что не должен был видеть. Его зовут Марат. Ему сейчас 61 год, он давно не работает водителем, живет в небольшой деревне в 100 километрах от Бишкека. 23 года он молчал. Боялся говорить, боялся, что его найдут, боялся повторить судьбу человека, чью смерть он видел той ночью. Марат ехал из Бишкека в Токмок, вез груз стройматериалов. Было около 3 часов ночи 13 марта 2009 года. Дорога пустая, темнота, редкие фонари. Впереди увидел машину, черный джип, едет быстро. Марат держал дистанцию, не торопился. Потом увидел вторую машину, седан темного цвета, без номеров, следует за джипом. Близко. Слишком близко. Марат подумал тогда: странно, зачем так давить на впереди идущего? Дорога свободна, можно обогнать. Но седан не обгонял. Просто ехал вплотную к джипу, как будто пытался прижать его к обочине. Потом все случилось за несколько секунд. Седан резко ускорился, врезался в заднюю часть джипа. Удар был сильным, джип потерял управление, съехал с дороги, перевернулся. Марат нажал на тормоза, остановился в 100 метрах от места. Видел, как из седана выскочили двое в темной одежде, подбежали к перевернутому джипу. Один держал канистру, второй — что-то похожее на оружие. Марат не выходил из кабины грузовика. Сидел, смотрел, не мог пошевелиться от страха. Видел, как они облили джип жидкостью из канистры. Видел, как подожгли. Видел, как огонь мгновенно охватил машину, как внутри были люди, как они кричали. Это был не крик боли. Это был крик тех, кто понял, что их убивают. Двое вернулись к седану, уехали в сторону Бишкека. Марат сидел в кабине еще 10 минут. Руки дрожали так сильно, что не мог держать руль. Потом завел двигатель, развернулся, поехал обратно. Не остановился, не вызвал помощь, не сообщил в милицию. Просто уехал. Приехал домой, сказал жене: «Я видел убийство». Она сказала: «Молчи. Если расскажешь, убьют и тебя». Они молчали 23 года. Почему Марат решил говорить сейчас? Потому что умирает. Рак легких, 4-я стадия. Врачи дают несколько месяцев. Он говорит: «Я хочу умереть с чистой совестью». Я молчал, когда нужно было говорить. Молчал, потому что боялся. Но страх — это не оправдание. Это объяснение, но не оправдание. Те люди в джипе кричали, горели заживо, умирали в агонии. Я слышал их крики. Слышу до сих пор, каждую ночь. 23 года я живу с этими криками в голове. Теперь хочу, чтобы правда вышла наружу. Хотя бы перед смертью. Но кому расскажет Марат? Милиции Киргизии, которая в 2009 году работала на Бакиевых? Следователям, которые закрыли дело как автокатастрофу через 3 месяца после трагедии? Судьям, которые отклонили все иски семьи Садыркулова о пересмотре обстоятельств гибели? Правоохранительная система Киргизии состоит из тех же людей, которые служили режиму Бакиевых. Некоторые сменили должности, некоторые вышли на пенсию, некоторые остались на своих местах. Но все они помнят правила той системы. Главное правило — не трогай дела, которые связаны с верхушкой. Не задавай вопросов о том, что произошло в марте 2009 года. Забудь. Или тебя заставят забыть. Марат знает это, но говорит все равно. Говорит, потому что понимает, если не он, то кто? Кто еще расскажет правду о той ночи? Все остальные свидетели либо мертвы, либо молчат из страха. Охранники Садыркулова, которые ехали в том джипе, сгорели вместе с ним. Двое из седана, которые совершили убийство, наверняка получили деньги и исчезли. Или их устранили позже, чтобы не оставалось живых свидетелей. Марат остался единственным. Случайный свидетель, который оказался на той дороге не в то время, не в том месте. И теперь этот свидетель умирает. Если он уйдет молча, правда умрет вместе с ним. Существует видеозапись показаний Марата, сделанная независимыми журналистами в январе 2022 года. 15 минут дрожащего голоса, слез, подробностей того, что видел старый водитель той ночью.
Эта запись передана в несколько международных организаций, занимающихся расследованием политических убийств. Будет ли она использована? Начнется ли новое расследование? Ответят ли когда-нибудь виновные за то, что сделали? Или показания умирающего свидетеля останутся просто еще одним документом в бесконечном архиве нераскрытых преступлений киргизской политики? Марат говорит в конце своих показаний: «Я не жду справедливости. Я знаю, что ее не будет. Система защищает своих. Она защищала Бакиевых, когда они были у власти. Защищает их и сейчас, когда они формально ушли. Потому что люди, которые служили им, остались. Судьи, следователи, офицеры спецслужб. Они знают друг друга. Они связаны общими преступлениями, общим молчанием, общей круговой порукой. Открыть правду о Садыркулове значит разрушить эту систему. Значит начать расследовать других, раскрывать другие убийства, судить тех, кто до сих пор на свободе, до сих пор у власти. Это невозможно. Система слишком сильна. Я просто хочу рассказать правду. Для истории, для совести, для памяти тех, кто кричал в том горящем джипе. Они заслуживают хотя бы этого. Вспомните последнего человека, которому вы доверяете полностью. Человека, с которым прошли через испытания, разделили секреты, построили что-то важное. Теперь представьте, этот человек смотрит вам в глаза, пожимает руку, клянется в верности, а через час передает информацию вашим врагам. Так случилось с Медетом Садыркуловым. Человек, которого он считал ближе брата, которому доверял больше, чем собственной тени, предал его в самый черный день его жизни. Его звали Бакыт Ташиев, заместитель главы администрации президента. 44 года, выпускник МГУ. Человек, который работал рядом с Садыркуловым с 2005 года. 4 года плечом к плечу. 4 года совместных совещаний, закрытых переговоров, секретных операций. Садыркулов доверял ему доступ к документам, которые не видел никто другой. Доверял встрече с людьми, имена которых нельзя было произносить вслух. Доверял жизнь. Зимой 2009 года что-то изменилось. Коллеги по администрации замечали. Ташиев перестал приходить на утренние планёрки к Садыркулову. Раньше они начинали каждый день вместе. Кофе в кабинете главы администрации, обсуждение повестки, распределение задач. Теперь Ташиев присылал помощников с докладами, сам появлялся редко. На вопрос Садыркулова отвечал: «Слишком много работы на своем направлении, нет времени». Медет поверил. Он всегда верил людям, которых выбирал в команду. Это была его сила. Это стало его слабостью. Февраль принес первые признаки того, что происходит нечто серьезное. Садыркулов начал замечать. Решение, которое он принимает, почему-то становится известно Максиму Бакиеву раньше, чем он сам успевает их озвучить на совещаниях. Детали закрытых переговоров с оппозицией всплывали в разговорах людей, которые не должны были о них знать. Кто-то сливал информацию. Кто-то из близкого круга. Садыркулов провел внутреннюю проверку, попросил службу безопасности отследить утечки. Проверка ничего не дала. Потому что человек, который сливал информацию, был выше подозрений. Бакыт Ташиев встретился с Максимом Бакиевым первый раз в конце января 2009 года. Встреча прошла в частном доме, без свидетелей, без записей. Бывший телохранитель Максима, который охранял вход той ночью, вспоминает. Ташиев вошел уверенно, без страха, как человек, который знает, зачем пришел. Провел внутри 2 часа. Вышел с конвертом. Плотный конверт формата А4. Телохранитель не знает, что было внутри, но знает. После той встречи Ташиев стал приезжать регулярно. Раз в неделю. Всегда поздно вечером. Всегда с документами. Что именно передавал Ташиев? Копии финансовых схем, которые курировал Садыркулов. Списки контактов с оппозицией. Записи телефонных разговоров, которые Медет вел из своего кабинета, думая, что линия защищена. Планы, которые обсуждались на закрытых совещаниях. Всё. Максим Бакиев получил полную картину того, что делает глава администрации президента. Полную картину уязвимостей. Полную картину для устранения. Почему предал Ташиев?
Деньги. Простая арифметика предательства. Максим предложил должность главы администрации президента после устранения Садыркулова. Предложил контроль над финансовыми потоками, которые раньше принадлежали Медету. Предложил защиту для семьи и бизнеса. Цена была названа. $1 000 000 наличными, плюс доля в компании «Мирас». Ташиев согласился, не раздумывая, не мучаясь. Согласился как на обычную деловую сделку. Садыркулов узнал о предательстве за 3 дня до своей гибели. 10 марта 2009 года к нему пришел человек из службы безопасности. Попросил частной встречи. Сказал: «У меня информация, которая вам не понравится». Принес фотографии. Ташиев выходит из дома Максима Бакиева, держит папку с документами. На обложке видна печать администрации президента. Садыркулов смотрел на эти фотографии несколько минут. Молча. Лицо не менялось. Руки не дрожали. Потом сказал только одну фразу. «Я знал, что это случится. Просто не думал, что так скоро». Он вызвал Ташиева на следующий день, 11 марта. Встреча в кабинете, без свидетелей. Очевидцев нет. Но помощники, которые сидели в приёмной, слышали голоса. Сначала тихие, потом громче, потом крик Садыркулова. Один крик, короткий. Потом тишина. Через 10 минут Ташиев вышел из кабинета. Бледный, руки в карманах. Ушел быстро, не отвечая на вопросы. Больше в администрацию президента не возвращался. На следующий день подал заявление об увольнении по собственному желанию. Через неделю после гибели Садыркулова уехал в Россию. Что сказал Медет Ташиеву в тот последний разговор? Один из помощников, который стоял у двери и расслышал обрывки фраз, передает слова Садыркулова. «Ты думаешь, они оставят тебя в живых после того, как используют? Ты думаешь, предатель может стать главой администрации? Ты уже мертв, Бакыт. Просто еще не понял этого». Пророческие слова, потому что Ташиев действительно не получил обещанную должность. Не получил деньги. Получил только угрозы. Молчать, исчезнуть, забыть. Живет ли Ташиев сегодня? Официально — да, где-то в Подмосковье. Под чужим именем, работает в небольшой компании, избегает контактов с бывшими коллегами. Неофициально существуют слухи, что он умер в 2015 году при невыясненных обстоятельствах. Тело не нашли. Родственники молчат. Друзья не отвечают на вопросы. Исчез. Как исчезают те, кто знает слишком много и становится обузой для системы. Но главный вопрос не в судьбе Ташиева. Главный вопрос в другом. Понимал ли Медет Садыркулов, что предательство неизбежно? Что система, основанная на личной выгоде, где каждый связан с каждым только деньгами и страхом, где нет идеологии, нет морали, нет ничего, кроме власти ради власти, такая система пожирает своих создателей. Понимал ли он, выстраивая эту систему, что однажды она обернется против него? Или до последнего верил, что сможет контролировать тех, кого сам научил предавать? 12 марта 2009 года началось как обычное утро для Медета Садыркулова. Проснулся в 7 часов 30 минут, встал с кровати тихо, чтобы не разбудить жену, принял душ, побрился, надел темный костюм, белую рубашку, галстук синего цвета, цвета партии «Акжол», которую сам создал. Посмотрел в зеркало. Увидел старика. 47 лет, но зеркало показывало 70. Седые волосы, глубокие морщины, глаза с красными прожилками от бессонницы. Он стоял перед зеркалом несколько минут, не двигаясь, словно пытался запомнить это отражение. Словно прощался с человеком, которым был когда-то. Завтрак прошел в молчании. Айнура готовила ему яичницу и чай, как всегда. Дети еще спали, был выходной, школа не работала. Медет съел половину яичницы, выпил чашку чая, попросил жену сесть рядом. Взял ее за руку. Сказал: «Если что-то случится со мной, продай дом. Уезжай с детьми за границу. Не возвращайся в Киргизию никогда». Айнура спросила: «Что случится? Что ты говоришь?» Он ответил: «Ничего. Просто на случай. Обещай мне».
Она обещала, не понимая тогда, что это не гипотетический разговор. Это инструкция на случай, который наступит через несколько часов. В 9 утра Садаркулов уехал в администрацию президента. Рабочий день суббота, но для главы администрации выходных не бывает. Совещание с финансовым блоком, обсуждение бюджета, рутина. Встреча длилась 2 часа, закончилась в 11. Коллеги, которые присутствовали, вспоминают. Медет был сосредоточен, говорил мало, слушал больше. Не похож на человека, который знает, что через несколько часов его жизнь закончится. Похож на человека, который уже принял решение и просто ждет момента, когда нужно будет действовать. После совещания вернулся в кабинет, закрыл дверь. Попросил помощников никого не пускать. Сидел один до 14 часов. Что делал в эти 3 часа? Помощник, который приносил документы на подпись, заглянул в кабинет и видел. Садаркулов сидит за столом, перед ним лежит фотография семьи. Та самая, летняя, где все улыбаются, где солнце светит сквозь листву. Медет смотрел на эту фотографию и плакал. Тихо, без звука. Слезы текли по щекам, но он не вытирал их. Просто сидел и смотрел на лица жены и детей. В 14 часов 30 минут раздался звонок. Короткий разговор, не больше минуты. После звонка Садаркулов встал, надел пальто, вышел из кабинета. Сказал помощникам: «Еду в Чуйскую область, встреча с местными властями, вернусь завтра». Спустился к машине. Водитель Асан уже ждал. Поездка началась в 15 часов 0 минут. До трагедии оставалось 12 часов. По дороге Садаркулов несколько раз просил остановиться. Первый раз у парка. Вышел, прошелся 5 минут, вернулся. Второй раз у придорожного кафе. Зашел, выпил кофе, молча смотрел в окно. Асан видел, что-то происходит с шефом, что-то неправильное, но боялся спрашивать. В 18 часов добрались до места встречи, здание местной администрации в городе Токмок. Встреча длилась час. Обсуждали проблемы региона, финансирование дорог, стандартная повестка. Местные чиновники, которые присутствовали, говорят: Садаркулов был рассеян, отвечал односложно, несколько раз терял нить разговора. Как человек, который думает совсем о другом. В 19 часов встреча закончилась. Садаркулов вышел из здания, сел в машину. Сказал Асану: «Едем домой». Асан завел двигатель. Проехали 5 километров. Телефон зазвонил снова. Короткий разговор, после которого Садаркулов изменил планы. Сказал: «Не домой. Едем к селу Карагай-Булак. Там встречу одного человека, это важно». Асан не спрашивал. Развернулся, поехал по указанному маршруту. Дорога пустая, темнота, редкие фонари. Село Карагай-Булак в 30 километрах от Токмока. Время приближалось к 21 часу. Впереди долгая ночь. Последняя ночь Медета Садаркулова. Ехали молча. Асан несколько раз смотрел в зеркало заднего вида. Видел лицо шефа. Закрытые глаза. Губы шевелятся, как будто молятся. Медет Садаркулов не был религиозным человеком, никогда не посещал мечеть, не держал пост. Но в ту ночь он молился. О чем? Просил ли прощения за то, что делал во власти? Просил ли защиты для семьи? Или просто говорил последнюю молитву человека, который знает, что время истекло? В 22 часа приехали к селу Карагай-Булак. Садаркулов сказал Асану остановиться у обочины, выждать. Вышел из машины, прошел несколько метров в темноту, стоял там минут 10. Один. В холоде. В темноте. Потом вернулся, сел в машину. Лицо спокойное. Решение принято. Сказал Асану: «Поехали назад в Бишкек. Я передумал насчет встречи». Асан развернулся, поехал обратно. Проехали километров 5. Снова звонок. После этого звонка Садаркулов сказал фразу, которую Асан запомнил на всю жизнь. «Асан, если ты веришь в Бога, помолись за меня. А потом за себя. Нам обоим это понадобится». Что произошло дальше, известно из показаний Марата. Седан без номеров, преследование, удар, переворот, огонь, крики, смерть. Но остается вопрос, ответа на который нет до сих пор. Знал ли Медет Садаркулов, садясь в ту машину 12 марта, что едет в последний путь?
Понимал ли, что телефонные звонки — это не приглашение на встречу, это вызов в ловушку? Или до последней секунды верил, что сможет договориться, сможет убедить, сможет выжить? А сам говорит: «Я думаю, он знал, но надеялся, что я ошибаюсь». Надежда — это последнее, что умирает в человеке. Иногда она умирает вместе с ним. Кому было выгодно исчезновение Медета Садыркулова? Задайте этот вопрос сегодня в Бишкеке, и люди назовут одно имя — Максим Бакиев. Младший сын президента, 32 года на момент трагедии, выпускник Рочестерского института технологий в США, формально глава Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям. На практике — теневой владелец крупнейших бизнес-активов Киргизии. После смерти Садыркулова Максим получил абсолютно все: контроль над администрацией президента, влияние на силовые структуры, доступ к финансовым потокам государства, безраздельную власть. Совпадение? Проследим экономический след и увидим картину, которая объясняет мотив. За 8 месяцев после смерти Садыркулова Максим провернул то, на что обычно уходят годы. Апрель. Зачистка администрации президента. Люди Медета либо уволены, либо покинули страну. Некоторые исчезли при странных обстоятельствах. Май. Компания «Мирас» получает контракт на $800 миллионов на поставки топлива. Владелец через цепочку офшоров — Максим. Июнь. Закон о телекоммуникациях передает контроль единственной компании, зарегистрированной на родственника Максима. Июль. Приватизация гидроэлектростанций, золотых рудников, транспортных компаний. Покупатели — структуры семьи Бакиевых. К осени состояние Максима выросло по оценкам экспертов на $600-700 миллионов. В стране, где половина населения живет за чертой бедности, где средняя зарплата $130 в месяц, один человек присвоил богатство, сопоставимое с годовым бюджетом государства. Это не бизнес, это грабеж. Легальный, прикрытый законами, оформленный контрактами, но грабеж. Садыркулов был препятствием для этого грабежа, потому что знал все схемы, контролировал документы, мог в любой момент обнародовать правду. Устранить Садыркулова означало убрать единственного свидетеля преступления режима, убрать человека, который мог все рассказать. Но Максим Бакиев был не единственным бенефициаром трагедии. Существовала группа людей, которые получили свою долю от исчезновения Садыркулова. Министр внутренних дел, который курировал официальное расследование и закрыл дело как автокатастрофу, получил должность в правлении Мираса через год после трагедии. Зарплата — $500 000 в год плюс бонусы. Начальник службы национальной безопасности, который уничтожил досье «Кардинал-7» из архивов, стал владельцем строительной компании, которая получила контракты на реконструкцию правительственных зданий. Стоимость контрактов — $90 миллионов. Судья, который отклонил иски семьи Садыркулова о пересмотре обстоятельств гибели, купил дом в Турции стоимостью $3 миллиона. Откуда деньги у судьи, чья официальная зарплата $2000 в месяц? Цепочка выгод ведет к одному выводу. Убийство Медета Садыркулова было не спонтанным решением, не актом мести, не результатом личной ссоры. Это была тщательно спланированная операция, в которой участвовали десятки людей, каждый из которых получил свою долю за молчание, за исполнение приказа, за уничтожение улик. Система устранила того, кто создал эту систему, и наградила всех, кто помогал в устранении. Идеальное преступление, где каждый участник заинтересован в сокрытии правды, где круговая порука связывает убийц прочнее, чем любой заговор молчания. Где сейчас эти люди? Министр внутренних дел умер в 2016 году от сердечного приступа. Официально. Неофициально ходят слухи, что он готовился дать показания о событиях марта 2009 года и умер за неделю до запланированного интервью. Начальник СНБ живет в Москве, не дает интервью, избегает публичности. Судья вышел на пенсию, живет в Турции, отказывается возвращаться в Киргизию. Максим Бакиев после апрельской революции 2010 года бежал в Великобританию, где получил политическое убежище.
Живет в Лондоне, владеет недвижимостью стоимостью более 20 миллионов фунтов стерлингов, ведет жизнь богатого бизнесмена. Экстрадиция невозможна. Расследование не ведется. Правосудие бессильно. Но существует одна деталь, которая не дает покоя всем, кто изучает дело Садыркулова. За месяц до трагедии некий человек открыл счет в швейцарском банке на имя офшорной компании, зарегистрированной в Панаме. На этот счет в течение марта 2009 года поступили 3 транзакции на общую сумму $15 миллионов. Источник переводов — компании, связанные с семьей Бакиевых. Получатель неизвестен, скрыт банковской тайной. Но эксперты, которые изучали финансовые схемы киргизского режима, утверждают, эта сумма соответствует стандартной оплате за политическое убийство высокопоставленного чиновника. $15 миллионов. Цена жизни Медета Садыркулова. Цена молчания тех, кто выполнил приказ. Цена справедливости, которая так и не наступила. Кто получил эти деньги? Исполнители? 2 седана, которые совершили убийство? Или кто-то выше, кто организовал операцию, кто дал приказ, кто следил за исполнением? Швейцарский банк не раскрывает информацию. Интерпол не расследует. Киргизская прокуратура не запрашивает данные. Дело закрыто. Преступление не раскрыто. Виновные на свободе. Справедливость погребена вместе с Медетом Садыркуловым на кладбище в Бишкеке, где его могилу посещает только семья. Но главный вопрос остается: кто был главным злодеем в этой истории? Максим Бакиев, который получил максимальную выгоду от смерти Садыркулова? Курманбек Бакиев, президент, который либо санкционировал убийство, либо закрыл глаза на действия сына? Или сам Медет Садыркулов, который создал систему, где человеческая жизнь ничего не стоит, где власть измеряется деньгами, где преступление становится нормой управления государством? Кто виноват в трагедии Серого кардинала? Монстр, которого он создал? Или сам создатель, который не смог контролировать свое творение? 13 лет прошло с той ночи на дороге в Чуйскую область. 13 лет, за которые Киргизия пережила еще одну революцию, смену нескольких президентов, десятки политических кризисов. Но история Медета Садыркулова не ушла в прошлое. Она живет в памяти тех, кто знал правду, в молчании тех, кто боится говорить, в архивах, доступ к которым закрыт до сих пор. Что стало с семьей Садыркулова? Айнура выполнила последнюю просьбу мужа, продала дом, уехала с детьми из Киргизии. Старший сын Санжар работает юристом в Москве, помогает киргизским мигрантам, но никогда не говорит о судьбе отца. Средняя дочь Асель живет в Германии, вышла замуж за немецкого инженера, родила 2 детей, которые не говорят по-киргизски и не знают историю деда. Младший Тимир учится в Казахстане, изучает экономику, планирует работать в международных организациях. Никто из детей не вернулся в Киргизию. Не хотят, не могут. Слишком много боли в этой земле, слишком много вопросов без ответов. Айнура осталась одна в небольшой квартире в Бишкеке, живет на пенсию мужа, которую государство выплачивает как бывшему главе администрации президента. Каждый месяц приходят деньги от системы, которая убила ее мужа. Горькая ирония судьбы. Что стало с предателями и бенефициарами трагедии? Бакыт Ташиев, человек, который предал Садыркулова ради должности и денег, исчез без следа. Родственники утверждают, что он жив, живет в России под чужим именем, но никто не видел его с 2015 года. Возможно, система, которой он служил, устранила свидетеля, когда он перестал быть полезен. Возможно, он прячется от мести, от тех, кто считает его виновным. Возможно, живет с грузом вины, который не дает покоя. Максим Бакиев благоденствует в Лондоне. Его состояние оценивается в $500 миллиарда. Владеет отелями, офисными зданиями, акциями технологических компаний. Интервью не дает. Экстрадицию Киргизия запрашивала 4 раза. Великобритания отказывала каждый раз. Недостаточно доказательств. Политическое преследование, права человека. Справедливость бессильна перед британской банковской системой, которая охраняет богатство беглых диктаторов и их семей. Курманбек Бакиев, бывший президент, живет в Белоруссии, где получил политическое убежище от Александра Лукашенко.
Дает редкие интервью, в которых отрицает любые обвинения в убийстве Садыркулова. Называет это клеветой оппозиции, фальсификацией истории, заговором против его семьи. Что стало со страной? Киргизия прошла через апрельскую революцию 2010 года, когда народ восстал против режима Бакиевых. Белый дом штурмовали, президент бежал, семья покинула страну. Казалось, справедливость восторжествовала. Казалось, новая эра началась. Но система осталась. Те же люди в спецслужбах, те же судьи в судах, те же чиновники в администрации. Сменились лица наверху, но механизм власти не изменился. Коррупция, которую выстроил Медет Садыркулов, оказалась сильнее любых революций. Она вросла в государство, как корни старого дерева в фундамент здания. Можно срубить ствол, но корни останутся и дадут новые побеги. Сегодня в Киргизии средняя зарплата выросла до $300 в месяц. Власть меняется через выборы, иногда через уличные протесты. Появляются новые партии, новые лидеры, новые обещания. Но базовые принципы, заложенные Садыркуловым — власть как бизнес, должность как товар, государство как инструмент обогащения — никуда не делись. Просто стали более изощренными, более замаскированными, более защищенными от разоблачения. История Медета Садыркулова — это история о том, что происходит, когда человек создает систему, которая сильнее его самого. Он выстроил механизм власти, где лояльность покупается деньгами, где предательство — рациональный выбор, где жизнь человека имеет цену в $15 миллионов. Этот механизм работал, пока служил ему. Но когда он стал помехой для тех, кто научился использовать этот механизм лучше учителя, система повернулась против создателя. Медет Садыркулов построил совершенную машину уничтожения политических противников. Последним противником стал он сам. Можно ли назвать его жертвой? Человек, который организовывал избиение оппозиционеров, фальсифицировал выборы, выстраивал коррупционные схемы на миллиарды долларов, разрушал судебную систему, превращал государство в частную лавочку семьи Бакиевых. Жертва ли он? Или справедливое возмездие настигло того, кто посвятил жизнь несправедливости? Ответа нет и не будет. Потому что в истории серого кардинала нет правых. Есть только те, кто выжил, и те, кто не успел предать первым. Есть только система, которая пожирает всех — и создателей, и жертв, и палачей. Система, которая существует до сих пор. Под другими именами, в других странах, но по тем же законам, которые когда-то сформулировал Медет Садыркулов в своем кабинете в Белом доме. Однажды он сказал близкому помощнику фразу, которая могла бы стать эпитафией всей его жизни. «Власть — это игра, где правила пишут победители. Но рано или поздно правила меняются. И тогда вчерашний победитель становится сегодняшним проигравшим. Главное — не быть в игре слишком долго». Медет Садыркулов остался в игре слишком долго. Последняя ставка оказалась проигрышной. Система, которую он создал, сожрала создателя. Такова цена власти. Такова судьба серого кардинала.